Продолжается рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Нефтекамску. И отправляемся мы на завод «Нефас». Там производят сельхозтехнику, бортовые прицепы и полуприцепы, а также пассажирские автобусы. Ну, это вот линейка сварки кузова. То есть сборка шасси в соседнем корпусе идет, а здесь идет сварка кузова, вот, и вся технология. Очень важна точность. Вот смотрите, надо изоляцию положить, нарезать сети, сварить каркасы. Вот, все вот, это во всем мире автобус — это ручная работа. Вопрос, Ради Фаридович. Да? А сколько в том цеху людей задействовано? В сварочном цехе? Да. 280 человек. А сколько они продукции выпускают? Ну, они выпускают порядка 100 автобусов и 20 электробусов в месяц. В месяц? Да. Ради Фаридович, мне кажется, название предприятия «Нефас» за последние полгода прозвучало в Башкортостане чаще, чем за предыдущие несколько лет в связи с реорганизацией транспортной реформы, с заказом на новые автобусы. Это правда. Мы же ждем автобусы, вот они начали поступать. Вот я приехал посмотреть, что у нас. Заложили уже наши. Здесь уже где-то по цехам бродят отдельные агрегаты наших автобусов, поэтому мы до конца лета получим несколько десятков уже внутригородских автобусов. Вот, Те 20 автобусов, которые вы совсем недавно, ключи от которых вы вручали, они же здесь тоже сделаны? Да. Ну а сейчас мы немножко, конечно, по-другому. Мы хотели поговорить и посмотреть, послушать перспективы развития предприятия, потому что дело не только в автобусах, в целом. Не только в разовых заказах. Конечно. Сергей Ильич, а с России кто еще заинтересовался автобусами? Вся Россия Вся Россия, да. Ну какие вот контрактуетесь? Я скажу, что у нас заказ обеспечен на следующий год до июля месяца, исходя из наших мощностей сейчас. То есть это говорит о спросе на нашу продукцию. Это сдаточный участок, сюда автобусы выходят, здесь руководство регулировку ведет. Цистерна, но именно алюминиевая. То есть это позволяет больший объем перевозить, больший вес. Алюминий, там он же легче, чем. А это вот что перевозят они? Нет продуктов. Ну и они долговечные, не подлежат коррозии, ничему. Кроме того, мы говорим о том, что это мировой тренд, все переходят на алюминий, как и в автомобилестроении в целом. Мы можем гордиться своей продукцией, потому что у нас все это варится в автоматическом режиме, вот эти кольцевые швы, что исключает любые поры и протекания. Подварится вручную только вот нижняя навеска, все остальное варится в автомате. Самое основное — это правильные кольцевые швы, потому что это обеспечит герметичность при проверке. А раньше из стали делали, да? Мы сейчас делаем на стали. Стали делаем тоже, да? Дайте просто будущее. Как вы видите, везде конвейер, который полностью позволяет, во-первых, минимизировать трудоемкость сборки, а во-вторых, включить систему, которая исключает ошибки при сборке на последующих операциях. Готовый продукт. Кроме всего прочего, и не на шасси КАМАЗ вот эти маленькие бочки Сергей сторонним поставщикам отдает, монтирует или просто передает. Это электробус, да? Это автобус по заказу для родной республики. Расскажите сейчас? Конечно. Ну это я... Да, вы даже... Для Башкортостана? Это еще межгород. Это межгород еще, его сейчас доводят, сейчас его будут сдавать, убираться и так далее, только после этого предъявлять ОТК. Здорово, мы порадовались уже. Вот фактически вся наша продукция пока на данный момент собирается испытываться здесь, на этом участке. Но в планах у нас, конечно же, есть создание специального помещения герметичного с избыточным давлением чистой зоны под сборку. Но это требует больших инвестиций, и это вопрос немного отложенного будущего. На данный момент пока все требования по качеству предъявляемые как по Алфингер, так и КАМАЗ полностью удовлетворяются, но мы смотрим в будущее. Я сейчас приходите ко мне, если мне кажется, полезно будет, я бы вас послушал. И сразу же с какими-то мыслями
Вот если вы собираетесь это делать, давайте садиться и думать, чем поможем. Через фонд значит, развития промышленности, какие-то другие программы по экспорту, по ставкам. На сварочный участок вы здесь узнаете борта автомобилей КАМАЗ всех модификаций. Вот обратите внимание, сколько человек работает на участке и как эта работа выполняется. Вот. Да. Вот у нас 6 таких комплексов по 2 сдвоенных робота, которые работают самостоятельно, без людей. Понятно, что есть оператор, который меняет комплектующие для сварки, для прикладки, но все остальное делают роботы. И делают они это великолепно. Это кузов, да? Это кузов, это боковина кузова, да, это борт, боковой борт. Также варится передний кузов, также варится задний борт. Ну и, соответственно, стыковка уже производится непосредственно в стапеле. Радий Фаридович, доля Республики Башкортостан в НИФАС 28,5% акций. Как оцениваете вклад? Вообще отдача есть? Отличная отдача, отличное предприятие, 5000 работающих, высокий социальный стандарт. И самое главное, это, скажем, такой товарный продукт, это не какие-то природные ископаемые добывать, что тоже очень нужная часть отрасли, но это готовую продукцию машиностроения выпускает, которая, кстати, пользуется, вот как мы сейчас обсудили, авторитетом по всей России. Москва закупает, мы пробиться не можем через закупки Москвы. О чем вы говорили? Ой, много. Вкратце. Ну, О развитии. это важно. Да. Обманутые дольщики. В Башкортостане это словосочетание означает большие сложности, но вместе с тем и спланированную работу. Цель – решить проблемы и, хотя и не сразу, но заселить всех собственников в их квартиры. Радий Хабиров едет на встречу с жителями одного из недостроенных комплексов на улице Силикатной в Нефтекамске. Всего 239 обманутых дольщиков. В каждом, значит, в этом доме 64, значит, квартиры 63 обманутых дольщика. В этом доме, значит, 71 квартира, 71 обманутых дольщиков. Там, значит, 71 квартира, 70 дольщиков обманутых. Всего, значит, у меня 2 квартиры только свободных на продажу. И вот там, вы его не видите, только фундаменты сделаны. Там 180 квартир, 39 обманутых дольщиков. А вот в этом микрорайоне большом есть социальный объект? Стенду пройдем, я На сегодняшний день мы проектируем, есть уже на экспертизе находится детский сад на 260 мест, ну, то есть буквально 300 метров на экспертизе уже. Да. Рядом у нас сейчас идет тоже силами муниципального предприятия, его проектном бюро перевозка типового проекта школы, значит, на 1225 мест. Федеральный бюджет. Вот поверьте, я много же по республике смотрю, дольщики у нас по всей республике, в Уфе. Во-первых, микрорайон вот, визуально чисто, хороший и дом хороший, социалки строятся. Ну, дай бог, будете жить и радоваться. Извините, что пострадали, конечно. По Камбарке вопрос всех нефтекамцев очень сильно волнует. Вот смотрите, собирается завод перепрофилировать. Завод стоит на болоте. Мы пьем из-под Камы. И не только Нефтекамск, а весь северо-запад Башкирии пьет. Я понимаю, что это удмуртская территория, что вам очень трудно будет это. Но в свое время Агидель, атомную станцию, победили каким методом? Сообща. Если там сверху дамба... Я понял, а можно я вам отвечу? Да. Вот на ваши головы сейчас сыпется проклятие десятков тысяч людей, живущих в Агиделе. Вот вы тогда, эти люди объединились, кончали атомную станцию, и сейчас Агидель просто умирает. Поэтому это еще спорный вопрос. Агидель реально умирает после этого. Последствия-то какие? Ну, остановили АЭС. Да, гордимся, мы крутые, АЭС остановили. А семьи чем кормить? Вот в Агиделе люди живут, они чем семьи кормят? Вот мы сейчас реально занимаемся целой программой. Поэтому это такая спорная вещь. Теперь по поводу Камбарки. Первое, что я сразу хочу сказать. Вот у меня была к вам, к жителям просьба, я и главу попросил. Давайте не будем раньше времени вот подпрыгивать и уже шуметь ни одних действий, без экспертизы, без общественного обсуждения, без четкого понимания наличия или отсутствия угроз мы действовать не будем. Понимаете? Все-таки эта история-то она федеральный характер должна носить. Это не вопрос, вы думаете, что удмурты, что ли, этому рады? Здесь мы вместе должны мудро подойти и послушать. Самое главное, вашу общественную активность я предлагаю пустить вот ровно на одно.
экспертиза, послезавтра встречи, выезды, вникание, создание рабочих групп, привлечение экспертов, будем помогать. Еще раз говорю, у меня же тоже совесть есть. Я, если буду понимать, что там есть угрозы, но в конце концов есть федеральное правительство, куда я пойду, есть президент, который нас всегда услышит. Но мы просто должны понять, вот, а вы раньше времени говорите, все, мы умираем. Мы не против, да. мы не против. Ну пускай строят не в густонаселенном районе. Мы не против. Вот подписи в электронном виде. В электронном виде это только за 2 дня. Это мнение общества города Нефтекамска. Я знаю, мы же наблюдаем, что здесь за этим происходит. Давайте будем все-таки какими-то трезвыми и спокойными. Я же вам не говорю ни да, ни нет. Я прошу вас только внимательно начать эту работу вместе. Мы завтра выезжаем на завод Камбарку. Занимайтесь и так далее. Мы Просто на уровне Курултая охота, чтобы какая-то комиссия образовалась и чтобы она имела, ну как бы больше давайте так, полномочий. Вы выезжаете, переговорите. Нужна комиссия, не проблем. Своим распоряжением создам. Курултаем создадим. Общественную палату. Ты их структурируй и так далее. Наверное, лучше вот правильно. У нас нет возможности уехать из города. Ну вот, началось. Ладно, по дольщикам мы договорились, ладно? Спасибо. Спасибо. Еще раз, спасибо, что потерпели. Сфотографироваться можно? Давайте все вместе. Давайте вместе все. Хотите, когда главу на чай пригласите? Поляну накрыть. Строителям. Мы просто тот По желанию можно. Радий Фрич, первый раз видим, что вы расписывались на каске строителя. Музей. Я стройзаказчика. Будем строить лучше. Главное теперь достроить. Да, С такой достроим. надписью. Я вот написал спасибо, удачи и много новых домов. Спасибо. Стройте. Спасибо. До До свидания. свидания. Удачи вам. Набережная вокруг и само озеро Светлое. Этот проект благоустройства жители Нефтекамска ждали и рады ему. Но с некоторыми тонкостями они не согласны, да и качество работ их тоже тревожит. Ради Хабиров решил сам разобраться в ситуации. Вот познакомьтесь. Председатель инициативной группы. Который отстоял это озеро уже более, получается, 7 лет отстаивает. Да, мы вот сохранили его. Председатель инициативной группы. Стоял, ну, собственно, вот само озеро. У нас здесь даже по сегодняшний день живут бобры. Серьезно, Да, Да, бобры выбраны. Одна тройка. Глубина озера какая? Местами 3 метра. Оно здесь не купаются, наверное, да? Купаются. Купаются? Ну, летом. Ну, Можно я нарушение. скажу? Запрещено. Смотрите, здесь было продолжение вот этого озера. Оно было вон там, почти до забора. Оно было основным, ключевым, которое наполняло озеро. Озеро у нас было очень глубокое, очень. Когда его закопали, вот это, и озеро начало мельчать. Потом озеро, оно ожило. Само оно набралось опять, хотя говорили, это лужа, это восточные воды, это натуральное озеро, естественное натуральное озеро. Ребятишки здесь купались, все люди приходили, отдыхали. Нет, я не это хочу сказать. Я поняла, я благодарна за то, что выделили эту огромную сумму, чтобы облагородить это наше место, жемчужину города нашего. Да? Я сама, когда переехала, вот в этот дом переехала, я радовалась тому, что у нас вот это есть. Вот я что рекомендую, я ему задачу какую поставил? Деревянный помост, чтобы люди подходили. Тут, вот если ты правильно сделаешь, тут невесты будут приезжать с женихами, там фотографировать. За женихами. Да. Я бы все-таки место для купания где-то отсыпал. Ну, с песочком Только у нас надо есть. анализы взять, понять, потому что если чистота воды не позволяет, то нельзя. Тут купаются просто в запрещении, как бы. Ну, я понимаю, но мы же не будем мешать. Нет, Вот это все по берегу облагородить, там, что у тебя, ну, Да, конечно. что там у тебя? Да, здесь, значит, у нас будет разноуровневый пол, здесь можно будет сидеть, здесь будет значит, вот возможность, да, вот как раз где вот низины есть,
там будут деревянные настилы, здесь можно будет проводить различные мероприятия. Сцена планировалась раньше здесь, в этой зоне. Мы здесь разместили 2 Вот волейбольные здесь вот площадки. мы там еще елку ставим вот здесь вот, и концерты даже проводили. Да, Вот, здесь то же самое, аналогично. Понтонные мосты, их можно либо двигать, либо там прям проводить мероприятия. Значит, здесь у нас планируется замена остановки. Вот этой, мы ставим современную остановку стеклянную. Значит, террасы с лежаками размещаем. Понтонный мост, как я уже говорил, который можно двигать. Здесь это 2 где будет? волейбольные площадки. Это есть, вот да. отсюда здесь вот машиностроительный колледж, правее вот где куча песка, если отсюда обратить внимание. Дальше, ну, конечно, усиливаем детские площадки, ставим современные воркаут-зону для занятий спортом. Обязательно размещаем туалеты. Пергола будет. А вот это что будет? Это все декинг газон? полностью. А, Это декинг по вдоль всему воды. периметру. Да. Озеро нравится. А как город в целом? Город тоже нравится, но я же сказал, что сюда надо энергию. Можно с вами обняться? Ну, конечно. Какое тепло от этого движения. Так как Нефтекамск? Нефтекамск понравился своей деятельностью. Прежде всего, конечно, экономика. Здесь очень сильно работает экономика. А городу надо немножко за собой поухаживать. Город должен отвечать современным. Я вот много езжу. У нас в республике многие города сделали шаг вперед по сравнению с Нефтекамском. Вот за эти годы Нефтекамск отстал. Но мы хорошо это понимаем, и вот с головой договорились, что будем и вместе двигаться. И все очень здорово. Все. Спасибо. А вы еще к нам приедете? Приеду, увидимся.